В список 20 стран с самой высокой стоимостью продовольствия относительно среднего дохода вошел и Таджикистан. На простой обед или ужин здесь нужно потратить в среднем почти 13% ежедневного заработка. В докладе Всемирной продовольственной программы ВПП говорится о нескольких причинах. Одни из них – это экономический кризис и всемирная пандемия. Для сравнения, в Южном Судане, который занял в этой двадцатке первое место с самой высокой стоимостью еды из расчета доходов населения, житель этой страны должен в среднем работать почти 2 дня для того, чтобы позволить себе тарелку самой простой еды, такой, например, как рис с бобами. В Нью-Йорке, в одном из самых благополучных городов планеты, тарелка недорогой еды в среднем обходится в 0,6% дневного дохода. Повышение цен на продукты питания в Таджикистане в последние несколько месяцев происходили несколько раз. Люди все больше и больше ощущают последствия роста цен на товары и услуги. Соответственно, опасаясь ухудшения ситуации и роста недовольства, власти страны начали искать выход из положения. Одним из главных шагов властей было обращение к российским властям с просьбой возобновления авиа- и железнодорожного сообщения между двумя странами для того, чтобы таджикистанцы могли бы отправиться в трудовую миграцию на заработки в Россию. Однако российская сторона пока не торопится с возобновлением авиасообщения с Таджикистаном, несмотря на нехватку рабочей силы в самой России. Некоторые наблюдатели высказывают мнение, что, вероятно, воспользовавшись сложной экономической ситуацией в Таджикистане, Кремль планирует использовать трудовых мигрантов как рычаг давления на Таджикистан с целью принуждения его войти в ЕАЭС, тогда как режим Рахмона уже долгое время воздерживается от вступления в это интеграционное объединение. Очень больше это прежде всего и перемещение рабочей силы, и единая политика какая-то макроэкономическая. Да? Мы сейчас к этому в любом случае Таджикистан готовится, наблюдает за процессами в ЕАЭС.